Здесь так здорово, здесь классно. Через 3 дня будет День города в Грозном. Приезжай сюда скорее, собирай быстро чемоданы, и мы ждем тебя здесь. Скорее, скорее, здесь классно, здесь очень здорово. Пока одни китайские туристы продолжают традиционно выбирать тур по Золотому кольцу России, другие спешат в Чечню. И не ради галочки или праздного любопытства. Сами для себя они разрушают стереотипы, складывавшиеся годами, чтобы потом поделиться впечатлениями с друзьями. Вот и получается, что в рекламе после таких отзывов республика и не нуждается. Чен Юн Мин в Грозный приехал с важной миссией – наладить сотрудничество между представителями культурной элиты Китая и Чечни. Нам очень понравился город, потому что видно, что он очень здорово восстановился после войны. И действительно, даже с точки зрения как архитектуры, так и с точки зрения традиций местных, мы увидели очень много интересного и познавательного. И действительно впечатляет. Надеемся, что за счет контактов культурных мы сможем наладить сотрудничество, и что будут многие китайские группы приезжать сюда и общаться с чеченским народом, и будем тоже друг друга узнавать. Почти все они в России были много раз. У кого-то за плечами холодный Мурманск, у других – Дальний Восток, Москва, Санкт-Петербург. Но Чечню они для себя открывают впервые. Признаются, чеченское гостеприимство чувствуется в каждой мелочи, а улыбки местных жителей греют даже в октябре. Город очень красивый, и люди очень красивые. Красивые не только внешне, но и внутренне. Мне очень понравилась простота местного народа, и поэтому я действительно изучала много материалов в интернете, готовилась к этой поездке и совершенно не разочаровалась. Мне все очень нравится. Несмотря на осеннюю погоду, поток туристов в республику не прекращается. Сегодня в регионе официально действует 16 туристических маршрутов. Однако на протяжении вот уже многих лет самой популярной остается экскурсия по чеченской столице. Из-за растущей популярности Чечни среди российских и иностранных туристов отечественные компании открывают для себя новое направление – Грозный. Нам интересен Чечня, ваш регион. Мы хотели бы сюда привлекать как можно больше туристов, потому что тот колорит, то национальная идея, которая здесь есть, мало где можно увидеть у нас в России. Поэтому мы надеемся, сюда поедут не только туристы из Азии, но и также из Европы и из других частей мира. Свой 198-й день рождения Грозный будет праздновать с особым размахом. И пусть за плечами этого города было немало трагических страниц. Сегодня столица живет мирной жизнью, а ее жители пишут новую счастливую главу в истории. Седа Сапарова, Расул Арцухаев и Денис Хавхаров. Новости.